Ингушский язык удивительно красивый, поэтичен, имеет глубокие корни, но труден в изучении, если не практиковаться в нем. В последние годы в республике из-за того, что в работе и учебе мы говорим на русском языке, родную речь используют все реже. Проблемой является и то, что мы совершаем речевые ошибки. И, конечно, этим обеспокоены филологи, лингвисты и писатели. Так, детский писатель Мака Наурузова делает большую работу по популяризации ингушского языка, проводит курсы среди детей, а с недавнего времени запустила проект «Галат», направленный на исправление актуальных речевых ошибок современного ингушского общества. Проект «Галат» – это языковая медийная студия. Я говорила, что это есть проект, направленный на исправление речевых ошибок в речи современного ингушского общества. Не простых ошибок, а именно самых актуальных. Мака преподает ингушский язык в колледже сервиса и быта. На занятиях она часто замечала, что при произношении ингушских слов многие студенты совершают ошибки. Самая такая щепетильная тема – это поддержанная система ингушского языка. Как только я сталкиваюсь с этой проблемой, я, естественно, наблюдаю. Наблюдатели из преподавателя уже помогают мне выявить какие-то ошибки. Наурузова искала, как сделать так, чтобы молодые люди прислушались и запомнили, как правильно произносить общеупотребительные слова. Вскоре мысль пришла сама собой. Надо заинтересовать их, а сделать это можно с помощью тех же видеороликов, которые очень популярны среди молодежи. И мы хотели сделать так, чтобы и речь, и нормированный язык у нас совпадали, да, чтобы соответствовали этой планке, чтобы соответствовали стандарту. И, естественно, для этого нужны какие-то механизмы. Мы хотели придумать свой механизм, запустить такой проект, который будет интересен молодежи. Съемки медийной студии «Галат» делали с камеры телефона. Монтаж роликов также производился на мобильном устройстве. В качестве актеров выступали студенты. Вскоре короткие видеосюжеты начали появляться на различных интернет-ресурсах и набрали популярность. У нас есть команда. Она сложилась в первый же день запуска проекта. Это мои студенты, которые помогают в реализации этой идеи. Я просто озвучила идею перед студентами и увидела большой энтузиазм в их глазах. И энтузиасты, как только подключились, дело пошло дальше. За все время было отснято 20 сюжетов. В них отражены многие речевые ошибки. Мака признается, что не ожидала, что проект получит такой отклик от аудитории. Уже поступают слова благодарности, да, кто-то там пишет: ой, только через ваш проект мы узнали, что вот это слово произносится именно так. Например, я не знал, что нельзя говорить «массаняр», нужно говорить «массанен». Вот такие моменты. Мы озвучиваем самые ходовые ошибки. И они исправляются, и это тоже плюс. Я надеюсь, таких плюсов будет больше. По итогам съемок организаторами была проведена небольшая конференция «Галтыш-Цертом» с ингушского «Война с ошибками». Первая акция «Галтыш-Цертом», она прошла к декаде ингушского языка. Мы выпустили флаеры с девизами, с какими-то призывами, да, к знанию ингушского языка. И далее эти флаеры стали мы издавать все больше и больше и распространять через другие мероприятия. К мероприятию подключились все лингвисты, писатели. У нас был такой вечер, где присутствовали не только участники этого проекта, да, но и представители научно-исследовательского института, но и Союза писателей. Останавливаться на достигнутом Мака не намерена и в скором времени представит свой медийный проект на молодежном форуме «Машук». Самое главное при представлении на форуме «Машук» – это актуальность и уникальность. Я думаю, по этим двум категориям, да, по этим двум параметрам мы соответствуем, наш проект соответствует стандартам. Мака надеется, что со временем проект станет популярным не только среди молодежи, а охватит большое количество людей. И его цель – исправить речевые ошибки и научить говорить правильно на своем родном языке – будет воплощена в жизнь.